Добрый вечер. В прямом эфире новости 24, в студии Лейла Цурова. И вот главные темы выпуска. Избран новый председатель правительства Ингушетии. Абубакар Мальсагов официально заступил на должность. Героизм его профессия. Магомед Нагиев удостоен награды за спасенные в Преамулье жизни. В любой точке мира. Теперь национальная телерадиокомпания «Ингушетия» в мобильном приложении. Сегодня Абубакар Мальсагов официально заступил на должность председателя правительства Ингушетии. Указ об этом уже подписал глава региона Юнусбек Евкуров. На расширенном заседании правительства побывала Лейла Гайсанова. На повестке дня расширенного заседания правительства стоит только один вопрос – представить нового председателя. Юнусбек Евкуров подписал указ о назначении Абубакара Мальсагова. Представляю вам председателя правительства Республики Ингушетия Мальсагова Абубакара Магомедовича. Указ подписан, и он прямо с этой минуты полновластный владелец кабинета министров. Работает. Надеюсь, с задачей справишься. Руководитель субъекта отметил проблемные моменты, на которые должно делать акцент правительство, в какие сферы вкладывать средства. Говоря о новом председателе правительства, глава сказал, что кандидатура выбрана не случайно. Работая уже министром строительства, он приобрел довольно хороший опыт работы, как и аппаратной, так и закулисной работы, что тоже немаловажно. Знает все подводные течения в республике, знает, кто чем дышит. И поэтому одним из таких критериев оценки, когда я выбирал, кого же поставить председателем правительства, было это. За последние 4,5 года работа шла в слаженном режиме. Был период нелегкий, но удалось добиться больших результатов. Время тяжелейшего труда, когда практически вся энергия уходит на стабилизацию обстановки, а на социально-экономическое развитие его не хватало. Сегодня стало на порядок легче и есть возможность уделять больше внимания и экономике, и проблемам республики и ее жителей. Это стало возможно в том числе благодаря работе правительства. Юнусбек Евкуров поблагодарил за труд экс-председателя правительства Мусу Чилиева. Огромное спасибо Мусиму Житовичу за работу, которую вложили. С таким плохим правительством и столько достигнуто. Наше не совсем плохое правительство было. За заслуги в области экономики и многолетнюю добросовестную работу Мусе Чилиеву присвоили звание «Заслуженный экономист Республики Ингушетия». Принимая награду, Муса Мажитович отметил, что трудился только на благо республики. Никогда ни одного дня я не забывал, с кем я работаю, с кем я рядом. И старался быть опорой, помощником именно Юнусбеку Баматкалевичу, потому что тот, кто ему помогает, он помогает республике. Сон еще дороги же контрдолбез, чтобы делать, сок масса контрвяну, мяч левочка. Глава республики нацелил аппарат правительства на более чем серьезную работу и отметил, что для достижения высоких результатов необходима слаженная команда. Новый председатель правительства уже официально заступил на должность. Теперь Абубакар Мальсагов должен набрать рабочий кабинет министров и пересмотреть структуру правительства. Цель, которая стоит перед ним и правительством в целом – улучшить качество жизни населения и бросить все силы на поднятие экономики республики. Лейла Гайсанова, Сулумбек Аздоев, Новости 24. Юнусбек Евкуров провел совещание на тему внутренней отделки башни Согласия. О деталях оформления 4 этажей рассказала исполняющая обязанности министра культуры Марит Газдиева. Этажи будут выдержаны в стиле средневековой Ингушетии. Внутри появятся фрески и надписи, отражающие детали быта ингушского народа. А на фасаде здания установят главные часы Ингушетии. Глава республики отметил, что башня должна стать основной достопримечательностью столицы Ингушетии. Если мы ребенка не свадьбу, ребенок должен быть красивым. Если женщина должна. Если мужчина, то мужчина должен быть горцем, мужчиной, воином. Росписи должны быть. Как это сделать? Опять же, нет проблем. Есть художники, есть специалисты, они все знают.
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии приехал в Кабардино-Балкарию. Актерам во время дружеского визита было чем порадовать теплую публику. Магомед Асканов из театра имени Кулиева. Школьники, взрослые, все они идут в театр имени Кулиева смотреть постановку пьесы известного писателя Антона Павловича Чехова. В начале встречи, приветствуя гостей, заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Карачаево-Черкесии и народный артист Ингушетии Мажит Жангуразов отметил следующее. Я думаю, вы получите большое удовольствие и от Чехова, и от игры вообще этого театра. До начала постановки Мажит Жангуразов уже вручает почетные грамоты своим коллегам из Ингушетии. Также вручается за те же заслуги заслуженной артистской республики Ингушетия Ахильдова Патима Асхапова. Школьники старших классов с особым интересом смотрят на сцену, ведь там разыгрывают пьесы и школьные программы. Актеры нашего театра в точности до мельчайших жестов играют роли, как и писал Антон Павлович Чехов в своих произведениях. Ваш, угадаю, он имеет свои хорошие качества. Он чистотцовый, в крепких ногах, он крутобедрый. Не, ну это и собаки, если хотите знать, красавец, мой два существенных недостатка. Она стара и с коротким чепцом. Изволите ли видеть факты? Руслан Куштов на сцене играет роль Ломова. В пьесе «Предложение» он не может найти общий язык с дочерью помещика Чубукова и жениться на ней. История получилась так, что все время невеста, не зная того, что он пришел сделать ей предложение, она все время входила с ним в конфликт. Вот. А ему это было, конечно, ну как, моя земля, которая была спорная, она находится рядом с вашей землей. Вы помните эту землю, там у меня в словах непосредственно. Что не нравилось, как говорится, невесте Наталье Степановне? При наличии сценической площадки, где ты можешь репетировать с утра до вечера, где у тебя его могут не забирать, в принципе. Если это твоя площадка, ты можешь спокойно репетировать. Но не включая застольный период, где люди, артисты сидят, разбирают и читают, на сцене, на ногах, но в течение месяца можно сделать. Сыгранные роли актерами музыкально-драматического театра Ингушетии не оставляли зрителей равнодушными. Не только учащиеся, но и их преподаватели отнеслись к постановкам чеховских пьес с особым интересом. Вокруг меня сидели мои 11-классники. Они с удовольствием смотрели. Всем очень понравилось. Огромное спасибо, честное слово. Очень понравилось. Очень интересно. Артисты великолепно играли. Ну а то, что нужно это для детям, ну, это бесспорно. Это программный материал, это классика. На этом мы все выросли, на этом еще не одно поколение вырастет. Это все жизненно, это из жизни взято. Я думаю, они были впечатлены. Ответный визит актеров музыкально-драматического театра из Ингушетии удался. Магомед Асканов, Рамзан Миржоев, Новости 24. За проявленный героизм при чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке командир спасательного взвода Магомед Нальгиев удостоен награды из рук высшего руководства МЧС. О проявленном бесстрашии спасательной операции в репортаже Дали Плиевой. Наводнение на Дальнем Востоке стало трагедией для всей страны. Помощь пострадавшим сходила со всей России. Первыми спасать жителей Хабаровска, Амура и других подтопленных районов отправились отряды спасателей. Среди десятков МЧСников был и наш земляк Магомед Нальгиев. Для вчерашнего курсанта такое задание было первым серьезным испытанием. Награждение проходило тут в Комсомольске на Амуре в штабе МЧС. Приезжал министр, сам лично каждого наградил званием, вручил медали, почетные воинские звания. Уровень воды поднимался ежечасно, и поэтому работать приходилось без отдыха. Приехали мы в Комсомольск на Амур 29 числа прошлого месяца. Основная наша задача стояла это укрепление дамбы, предотвращение прорыва воды, то есть город. Поставленная задача была успешно выполнена на сегодняшний день. Вода, максимальная отметка воды достигала 9,5 метров. Дамба сама, по словам местных жителей, там максимальная отметка достигала раньше 6 метров, 6,5 метров. А на данный момент она достигла 9,5 метров, то есть нам пришлось укреплять дамбу и поднимать ее. На сегодняшний день вода упала за сутки на 12 сантиметров. То есть это она пошла на спад, и это нас радует.
За проявленный подвиг в непростых условиях Магомед Нальгиев был награжден министром по чрезвычайным ситуациям России Владимиром Пучковым и был удостоен звания старшего лейтенанта. Далее Плеева, Новости 24. Амброзия – растение, провоцирующее болезнь 21 века. Сильнейший аллерген. Для предотвращения распространения этого коварного растения Россельхознадзор Ингушетии проводит ряд мероприятий. Мы отбираем образцы. Образцы направляются для проведения исследований в референтный центр. В частности, мы направляем в Кабардино-Балкарию референтный центр. Значит, после получения заключения мы составляем материал о том, что выявлено это, делаем представление в правительство, в частности, в наше правительство республики, о необходимости наложения карантина в соответствии с требованиями законодательства. Ликвидация карантинных объектов возлагается непосредственно на владельцев этих карантинных объектов, владельцев земельных участков, зданий, организаций, всех на них возлагается. Они должны за счет собственных средств проводить все эти мероприятия. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» осваивает новые технологии. Теперь любой желающий может быть в курсе всех событий, происходящих в республике, благодаря приложению для мобильных операционных систем iOS и Android. Подробнее Хава Султыгова. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» – новый спутниковый телевизионный канал. С 31 мая 2013 года он начал свое круглосуточное вещание на спутнике «Триколор». В начале месяца техническая служба телеканала начала тестирование нового приложения для мобильных операционных систем iOS и Android. А уже с 19 сентября в открытом доступе каждый человек в любой точке мира может смотреть в прямом эфире канал «Ингушетия», установив одноименное приложение из iTunes и Google Play. Теперь любой желающий может быть в курсе всех событий, происходящих в республике. 19 числа мы презентовали официальное приложение «Такая Ингушетия», которое доступно для скачивания в App Store и Android маркете. Любой желающий может абсолютно бесплатно скачать себе и установить это приложение на планшетниках, в телефонах. Хава Султыгова, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Государственное творческое объединение «ЗОГ» много лет радует зрителей своим позитивным творчеством. В миниатюрах юмористической, а порой ироничной команды каждый из нас хоть раз узнал себя. И сегодня в Доме культуры Назрани прошла презентация очередного выпуска. Кто не мечтал оказаться по ту сторону зрительного зала? Это волшебное закулисье представляет собой иной мир, наполненный многообразием актерского мастерства. Творческая команда «ЗОГ» на сцену пока выходить не будет. Все это потому, что в стенах Дома культуры проходит презентация нового выпуска. Зрительный зал заполнен. Здесь и взрослые, и даже самые маленькие зрители. Цель творческой команды – высокая оценка зрителей. Несколько месяцев кропотливой работы и съемок позволили сделать новый выпуск очень насыщенным. Его хронометраж составил 2 часа 34 минуты. С нашей стороны вложено все, что от нас требуется, а дальше будет видно, как зритель примет. Для актеров театра и кино важно умение перевоплощаться, играть ролями настолько, чтобы зритель в одном и том же человеке видел разных персонажей. Для Хавы Чумаковой роль невестки, конфликтующей со свекровью, далась нелегко. Но многолетний опыт работы и понимание того, что все это делается исключительно для зрителя, помогли добиться нужного результата. Вот эта роль для меня была очень чужда. Я ее тяжеловато сыграла, конечно, но в конце концов у меня и получилось. Но до такой степени надо вжиться в роль, чтобы герой, в зале сидящий зритель тебе поверил. И если ты страдаешь, чтобы с тобой сострадал. Если тебе весело, чтобы вот это чувство переходили автоматически его. Финальный выход на сцену для актеров действительно волнующий момент. Каждый новый выпуск – это командная работа. Каждый из них чувствует себя частичкой одной большой семьи под названием «ЗОГ». Каждое выступление, каждая новая роль – история, которую актеры рассказывают и проживают вместе со своим героем. Вся вот эта работа – это была первая ласточка к тому, зарождение ингушского кино, настоящего ингушского кино. Громкие аплодисменты и восторженные взгляды сидящих в зале еще раз доказывают, что их труд не был напрасным. Зритель доволен, а это главное. Мадина Пугоева, Аслан Лянов, Новости 24. Такой была пятница. Спасибо за внимание и удачных выходных.